Эфир нашего канала продолжает итоговый выпуск новостей о самых заметных событиях среды 24 марта. Вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Проект строительства моста через Лену наполовину профинансируют из федерального бюджета. Провели испытания моста. Взлетно-посадочная полоса аэропорта Якутск, ремонт воздушной гавани Нерюнгри. Обеспечат ли авиасообщение на период ремонта? Досрочные выборы мэра Якутска стартуют уже в эту пятницу, на что обращают особое внимание при подготовке участков. В обществе спасения на водах пополнение. Впервые в регионе юные восводовцы дали присягу, чему обучают будущих спасателей. Ее работы получили признание во всей России. В сокровищнице Якутии открыли витрину памяти известного ювелира. Необходимость вакцинации от COVID-19 для переболевших россиян оценила вице-премьер правительства страны Татьяна Голикова. Она отметила, что российские власти пока не видят в данной процедуре потребность. Пока необходимости прививать тех, кто переболел, нет, сказала Голикова. Между тем, 28 новых случаев заражения COVID-19 выявили в Якутии за сутки. Об этом на брифинге сообщила замруководителя регионального оперштаба Ольга Балабкина. Так, в Якутске заболели 18 человек, в Вилюйском, Ленском, Нюрбинском и Устюлданском районах. По 2 в Момском и Хангаласском по 1 случаю. За сутки лаборатории региона провели более 1600 исследований на коронавирус. Особое внимание хотела бы обратить внимание на Момский РУС с учетом того, что практически в течение последних 2 месяцев на территории этого района не выявлялись случаи новой коронавирусной инфекции. В связи с этим частота заболеваний, она в любом случае на настоящий момент, к сожалению, остается. И, безусловно, те меры, которые принимаются, они в обязательном порядке, связаны с ограничением, с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм, особенно в наших организациях, помещениях, домах, должны соблюдаться. В регионе планируют применить технологию распознавания COVID-19 по кашлю. Накануне глава Якутии принял участие в программе на телеканале «Россия-24». Там он рассказал о грядущем фестивале «Мусустар». Айсен Николаев сообщил, что власти региона ожидают участия примерно 4000 человек. Поэтому впервые применят программу, распознающую коронавирус по кашлю. Также глава подчеркнул, что фестиваль проводится у нас одним из первых в стране в постковидное время. Вообще это очень интересно. То есть кашель... То есть по звуку будет понимать, да, кашель, кашель. Если у вас ОРВИ, вас пропускают, а если вот ковид, то не пропускает. Это разработка наших российских ученых, будет впервые применяться. И мы вообще хотим на основе организации данного фестиваля задать некий определенный такой стандарт проведения крупных мероприятий, ну, постковидную эпоху, скажем так. Сегодня уже 12 000 человек зарегистрировалось онлайн. На самом мероприятии будет порядка 4000, очень много гостей. Проект строительства моста через реку Лену будет наполовину профинансирован за счет федерального бюджета. Вторую часть возьмет на себя регион и концессионер. Об этом сообщил журналистам вице-премьер страны Марат Хуснуллин. Напомню, в прошлом году Минтранс России заявлял, что бюджетные средства на строительство моста через Лену не предусмотрены. Как изначально отмечалось в паспорте проекта, капитальные расходы на его строительство составят порядка 78 миллиардов рублей. Точные результаты экспертизы, включая стоимость проекта, подготовят через 30 дней, то есть к концу апреля, уточнил вице-премьер. Также завершились первые натурные испытания конструкции моста. Туда вошло изучение движения льда. Исследования провели в Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба группы компании ВИЗ. Испытания состоялись на площадке главной экспериментальной базы Государственного гидрологического института. По итогам эксперимента никаких недостатков конструкции моста не выявлено. Готовится следующий этап исследований, говорится в сообщении.
А реконструкция взлетно-посадочной полосы не помешает работе аэропорта Якутска. Воздушная гавань столицы республики обеспечит бесперебойные авиаперевозки посредством стыковочных рейсов, говорится в сообщении пресс-службы организации. Также ремонтные работы не повлияют на расписание рейсов внутри Якутии. В этом году реконструкцию полосы планируют провести с 1 мая по 1 октября. В течение 5 месяцев основная нагрузка по полетам ляжет на авиакомпании Якутия «Алрос АЭС-7». По окончании работы аэропорт Якутск начнет эксплуатировать взлетно-посадочную полосу с полной длиной 3400 метров. Ремонтом взлетно-посадочной полосы в аэропорту Нерюнгри не ограничится. Там намечен колоссальный объем работ. Из федерального бюджета на реконструкцию выделено 7,5 миллиардов рублей. О графике работы, сроках закрытия аэропорта для замены взлетной полосы узнала Екатерина Павлова. Проектом реконструкции аэропорта Нерюнгри с 2019 по 2022 годы предусмотрена замена искусственного покрытия взлетно-посадочной полосы, строительство нового аэровокзала, аварийно-спасательной станции, контрольно-пропускного пункта, склада горюче-смазочных материалов, ограждения аэропорта, патрульной дороги, рулежных дорожек и перронов. По состоянию на сегодняшний момент аэропорт располагает и искусственно взлетно-посадочной полосой длиной 2650. На сегодняшний день выполняются полеты без ограничений воздушных судов первого класса и ниже. Самая трудоемкая работа, требующая длительного времени, также с учетом суровых климатических условий района, это замена искусственного покрытия взлетно-посадочной полосы. В целях сокращения сроков закрытия аэропорта принят наиболее оптимальный вариант графика выполнения работ, в рамках которого длина полосы будет ограничена до 1850 метров в период с 1 по 30 июня 2021 года. Позволит выполнять полеты на воздушных судах третьего класса, а также с особыми ограничениями при принятии определенных мер безопасности. Авиакомпания принимает на себя обязательство выполнять полеты на тех воздушных судах, которые позволяют осуществлять взлет-посадку при данной длине ИВПП. В период с 1 июля по 31 октября аэропорт будет полностью закрыт для полетов самолетов. С 3 февраля текущего года вся информация о закрытии на ремонт аэропорта была направлена официальными письмами в адрес авиакомпаний и агентств по продаже авиабилетов. Если авиакомпания продает билеты на июль месяц с аэропорта Нерюнгри, вся ответственность ложится на авиакомпанию. Возврат билетов и выдача ваучеров, или как это будет производиться, это полностью ложится на плечи авиакомпании, но никак не аэропорт Нерюнгри, который на сегодняшний день является просто оператором для тех авиакомпаний, которые производят взлет-посадку в нашем аэропорту. Провести сертификацию реконструированной полосы и обеспечить начало полетов запланировано на 1 ноября 2021 года. А к концу 2022 года в Нерюнгри появится полностью обновленный аэропорт, соответствующий уровню столицы Южной Якутии. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. Авиакомпания «Алроса» заменит вертолеты Ми-8Т на Ми-171 и Ми-8 МВТ. Для управления этими судами инженерно-технический персонал пройдет переобучение. Инженерно-авиационная служба авиакомпании пригласила представителя из регионального центра подготовки авиационного персонала и организовала двухнедельные курсы. На них инженеры узнают конструкцию двигателей, вспомогательной силовой установки, трансмиссию. Вертолет Ми-171 оснащен более мощными двигателями, которые позволяют увеличить коммерческую нагрузку при перевозках, а также повысить топливную эффективность при использовании вертолета. Стоит вспомогательная силовая установка, которая позволяет использовать вертолет на необорудованных площадках, то есть обеспечить запуск двигателя и энергоснабжение вертолета для его технического обслуживания и проверки всех узлов и агрегатов. То есть можно вылететь в тундру, посадить вертолет, запустить ВСУ, да, и тем самым обеспечить энергоснабжение вертолета. На старых вертолетах, к сожалению, мы имели только 6 аккумуляторов, которые не вечные, да, и, допустим, зарядить их вне пределах аэродрома достаточно проблематично.
Сразу 3 теплые остановки сегодня торжественно открыли в Якутске. Они расположены на улице Воинская, в районе сельхозтехникума и на Лермонтова, 22. На этих остановках установлены мониторы, рециркуляторы, скамейки, а также пандусы для людей с ограниченными возможностями передвижения. Также на них можно бесплатно подзарядить гаджеты, и в дальнейшем планируется установить тревожную кнопку. Заказчиком теплых остановок выступила окружная администрация города. Для снижения нагрузки на бюджет данные остановки будут сдаваться в аренду предпринимателям на время движения автобусов. На сегодняшний день у нас в городском округе города Якутск действует 32 остановки, из которых фактически эксплуатируется у нас 22 единицы. До конца года мы в целом должны ввести в эксплуатацию 20 единиц остановок. При этом мы ставим перед собой задачу в течение 5 лет таких остановок построить и ввести в эксплуатацию порядка 100 единиц. То есть ежегодно по 20 остановок. Я думаю, что это нам посильно, мы эту задачу выполним 100%. Досрочные выборы мэра Якутска стартуют уже в эту пятницу, 26 марта. Сегодня на избирательных участках провели подготовку помещений. Особое внимание уделяется соблюдению членами избирательных комиссий всех противоковидных мер. Ульяна Шагина подробнее о подготовке к выборам. В школе номер 25, расположенной в Сайсарском округе, идет активная подготовка к предстоящим досрочным выборам. Основное внимание в условиях распространения коронавируса будет уделено соблюдению строгих санитарных норм. Так как мы работаем в условиях пандемии, то, конечно, будут соблюдены все правила, требования Роспотребнадзора. Это дистанция между столами от 1,5 до 2 метров. Конечно же, всем членам участковой комиссии будут розданы средства индивидуальной защиты. Это экраны, это халаты, маски, перчатки. Это, конечно, антисептики. Значит, и, конечно же, будут протираться у нас помещения, дезинфицироваться через каждый час. В этой школе будут работать 2 избирательных участка под номерами 695 и 806. Чтобы не создавать путаницы, они будут размещены на 2 разных этажах. Работу начали и члены участковых избирательных комиссий. Их задача заключается в том, чтобы проконтролировать как сам ход выборов, так и контроль над учетом всех голосов. Как голосовать, все есть, как заполнять бюллетени. Единственное, что нам нельзя в эти 3 дня, конечно же, агитировать за кандидатов. Вот. Мы соблюдаем нейтралитет, мы предоставляем возможность только, чтобы человек пришел, проголосовал, с соблюдением всех мер предосторожности. Кроме того, ежедневно участковые комиссии продолжают прием заявлений от граждан, желающих проголосовать вне помещения. На сегодняшний день поступило уже более 2000 таких заявок, в основном от людей старшего возраста, маломобильных граждан и горожан на карантине. Голосование вне помещения оно проводится по заявкам, как устным, так и письменным. Мы уже сейчас начинаем принимать данные заявки, и начиная с 26 марта, начиная с 14 часов дня, мы начнем объезд именно конкретно по тем заявкам, которые поступят в участковую избирательную комиссию. Сегодня участковые избирательные комиссии получили бюллетени. На участках заработала охрана. Полицейские будут дежурить круглосуточно. Для уточнения списка избирателей либо для подачи обращения для голосования вне помещения горожанам нужно обратиться в свой избирательный участок. Члены комиссии здесь работают с 14 до 20 часов вечера. В дни выборов дежурство начнутся с 8 утра. Ульяна Шагина, Семен Семенов, Якутск. Ветеринарная служба Якутска проведет обязательную бесплатную вакцинацию собак и кошек против бешенства. Для этих целей выбрали 2 даты – 27 марта и 3 апреля. По информации пресс-службы Департамента ветеринарии региона, животным поставят антирабический препарат Рабикан. Также владельцы собак и кошек могут воспользоваться услугой чипирования с внесением информации в национальный портал «Все звери». Вакцинация пройдет с 10 до 15 часов в ветеринарных пунктах Якутска и пригородных поселков. В Ленском парке завелся зверек, которому в скором времени тоже может потребоваться прививка от бешенства. Соболя обнаружили сотрудники учреждения. Зверька начали подкармливать и дали имя Леха. Откуда в парке появился соболь, неизвестно. Леха достаточно близко подходит к людям и позирует на камеру. Но милый пушистик все же остается хищником. Угрозой для человека соболь не является.
Ну, так как он хищник и в его рацион питания входят мелкие млекопитающие птицы, то для белок, обитающих в городском парке, он может стать угрозой. Парк – это не дикая среда обитания, поэтому соболь рано или поздно все равно покинет территорию парка. В Алданском районе пожарные отчитались об увеличении статистики возгораний. Наш корреспондент Татьяна Вахнина узнала, что чаще всего становится причиной и какие меры предпринимают, чтобы переломить статистику. За 3 месяца 2021 года на территории Алданского района зафиксировано 40 пожаров. За аналогичный период прошлого года зафиксировано 20 пожаров. Большая часть пожаров произошла в жилом секторе. Это 96% от общего числа возгораний. В этом году были жертвы? Да, в этом году в городе Тамоти произошел пожар в многоквартирном жилом доме, где погиб мужчина в результате пожара. Сегодня весь мир отмечает День борьбы с туберкулезом. Раньше страшный диагноз становился практически смертельным приговором. С развитием медицины с недугом стало возможно бороться, но все равно в год в мире продолжает умирать более 1,5 миллиона человек. Как обстоят дела с лечением больных туберкулезом у нас в регионе? Ответ на вопрос искал наш корреспондент. За последние 10 лет в республике, по данным официальной статистики, наблюдается снижение показателей заболеваемости. В нашей республике снижается показатель смертности, показатель тяжелых форм туберкулеза. Это говорит о том, что мы выявляем туберкулез на ранней стадии и достигаем клинического излечения больных. То есть больные не умирают от туберкулеза. Так, например, если в начале 2000-х на учете в лечебно-профилактических учреждениях региона состояли около 3000 человек, то уже по данным 2019 года их стало меньше 1000. И даже пандемия коронавируса не ухудшила ситуацию, а наоборот, как утверждают врачи, научила людей основным средствам защиты от вирусных заболеваний – носить маски, мыть руки, дезинфицировать помещения. Также, по словам врачей, на положительную динамику повлияло применение новых методов борьбы с этим недугом. Сейчас лечение туберкулеза вообще стандартизированное. Мы работаем только по федеральным клиническим рекомендациям. Есть у нас режимы химиотерапии, и мы только строго лечим в соответствии с этими федеральными клиническими рекомендациями. Но несмотря на это, полностью подавить вирус туберкулеза не получается, и борьба с ним ведется каждый день. Вообще, надо сказать, что туберкулез поражает все органы системы человека. Кроме, как наши любят говорить врачи, кроме ногтей и волос. Есть туберкулез глаз, есть туберкулез почек, есть туберкулез легких, есть туберкулез костей, суставов. Поражает разные органы системы человека. Но самый тяжелый – это туберкулезный менингит, когда поражается центральная нервная система. Имеет тоже тяжелые последствия, инвалидизация. Поэтому все должно быть обращено на то, чтобы пораньше выявить, как можно раньше выявить заболевание. Сегодня в регионе особый контроль ведется над детьми. В приоритете раннее выявление у них этого заболевания и лечение. Так, в республиканском туберкулезном диспансере на сегодня на лечении и реабилитации находится 27 детей. В нашем отделении находятся дети с рождения до 7 лет. На сегодня у нас 27 детей, из них больные туберкулезом 9 детей. Есть 4-месячные дети, есть и 11-месячные, есть и 7-летние дети. Чтобы пройти полный курс лечения, необходимо провести в стационаре от нескольких недель до года. Все зависит от тяжести заболевания. И нужно помнить, что туберкулез излечим на 100% при ранней диагностике заболевания. Дмитрий Тымыров, Григорий Николаев, Якутск. 14 команд, состоящие из работающих и будущих представителей СМИ, принимают участие в первом медиаконкурсе среди журналистов республики в рамках фестиваля «Мусустар». Участники создают контент, посвященный столетию образования Якутской АССР. Журналисты из различных редакций республики, в том числе и наши коллеги, должны в сжатые сроки выдать текстовые фото и видеоматериалы. Лучшие из них будут опубликованы, отметил министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии Анатолий Семенов. Очень классно, что вообще в республике проходит это мероприятие. Потому что я сам в свое время занимался молодежкой очень долго. Да, и после пандемии, мне кажется, это как глоток свежего воздуха. Мы очень соскучились по офлайн-общению. Да, и вот такой фестиваль, мне кажется, вот как раз такое ознаменование
что закончилась зима холодная, наконец-то идет послабление по пандемии, да, и вот мы переходим уже к обычной жизни, и вот проходит такой классный всероссийский фестиваль в Якутии. Выставку скульптуры открыли сегодня в Национальном художественном музее республики. Всего в экспозицию вошли 28 работ народного художника Якутии, скульптора Ксенофонта Пшенникова. Ему исполнилось 95 лет. Организаторы отмечают, что 7-я по счету персональная выставка мастера является своеобразным итогом его творческой деятельности. Пшенников 65 лет успешно работает как в монументальной, станковой скульптуре, так и в области малых форм. Использует гранит, мрамор, терракот, металл, камень и дерево. Особенно увлекается технологией изготовления искусственного камня. Выставка Ксенофонта Пшенникова открыта до 15 апреля. Любимый материал, конечно, я много делаю из дерева. Потому что, когда делаешь это из дерева, как-то дышишь этим воздухом, понимаешь, сам по себе. И потом материал он разнообразный, можно его как угодно, понимаешь, это трактировать, вот, можно и выглаживать, можно и какими-то резцами там его сделать. Это вот такое дело. Учащихся 19-й школы Якутска сегодня посвятили в ряды юных восводовцев. Торжественное мероприятие прошло в спортивном зале школы. Клятву перед председателем Всероссийского общества спасения на водах в регионе дали 30 учеников. Чему планируют обучить юных спасателей, знает Дмитрий Тымыров. Будущие капитаны и мореходы в школе номер 19 Якутска год как открылся клуб «Фардевинт». Руководитель-педагог Михаил Ермолаев – человек, влюбленный в парусники, опытный яхтсмен. И здесь при школе мы создали юнофлотский клуб военно-патриотический, называется «Фордевинт». «Фордевинт» означает «попутный ветер». Ну, потому что, имея мы яхты разных размеров, там детские есть, юношеские есть яхты, на которых ребята учатся ходить под парусом. Поэтому они все время связаны с водой. И вот мы еще изучаем военно-морскую историю, военно-морские традиции. Потому что я сам служил на флоте. И по этим традициям мы внедряем в молодежь. Ну, идет воспитание, военно-патриотическое воспитание идет. По словам детей, им очень нравится заниматься в клубе, ведь здесь они не только общаются со сверстниками по интересам, но и узнают много интересного и полезного. А некоторые даже связывают с флотом свое будущее. Наш клуб открылся год назад, 2020 года. Я решил посещать этот клуб, чтобы служить военно-морскому флоту и посещать разные страны. В день годовщины клуба воспитанников посвятили еще и в ряды юных восводовцев. А значит, теперь их будут обучать спасению утопающих. У нас в Якутии более 60 членов восвода. И не только в городе Якутске, у нас еще и в Хангаласском, Усть-Майском, Мегино-Кангаласском, Хангаласском районах, Жиганском, Нижнеколымском районах. И из юных восводовцев это первый у нас класс, первая школа, в которой мы открываем юных восводовцев секцию. Уже с этого лета юные восводовцы начнут проходить обучение и тренировки по спасению людей на воде. А пока они получили первые официальные корочки юного восводовца. Дмитрий Тымыров, Григорий Николаев, Якутск. 10 апреля в столице пройдет независимое мероприятие TEDx Якутск. Данная площадка объединяет прошлое и будущее. В ней примут участие 8 спикеров из разных сфер деятельности. Они расскажут о жизни в самой холодной точке мира, традициях, которые передаются из поколения в поколение, исследованиях, инновационных открытиях, поведают о силе духа, которая может подтолкнуть на невероятные приключения. Сегодня в рамках подготовки к мероприятиям смарт-библиотеки Якутска прошел мастер-класс по актерскому мастерству, который позволит участникам раскрепоститься, не бояться сцены и выступления на публику. TED — это международная известная, всемирно известная конференция, которая предоставляет площадку для исследователей, для активистов, для творческих людей, площадку для того, чтобы они делились своими идеями, своим опытом. Сейчас идет активная подготовка конференции, которая пройдет 10 апреля с 12 часов в онлайн-формате. Мы отобрали 8 спикеров, темы у нас самые разные, касающиеся этнографии, экоактивизма, также это инновационные технологии, все, что касается жизни в Якутии, развития жизни, истории, культуры.
В сокровищнице Якутии открыли витрину памяти известного ювелира Татьяны Батюшкиной. Руководство госхранилища успело приобрести несколько уникальных изделий мастера. Экспозицию, посвященную ювелиру, рассмотрела Виктория Федорова. Все представленные работы что-то символизируют и имеют очень глубокий философский смысл. Магический блеск серебра и золота, россыпь бриллиантов. Самобытные изделия мастера Татьяны Батюшкиной сложно не заметить. У каждой работы неповторимый дизайн, который передает таинство и философский смысл изделия. В 2014 году Татьяна стала матерью долгожданного ребенка, и это не могло не повлиять на ее творчество. И мы видим целую серию работ мастера, объединенную темой рождения. Познав счастье материнства, Татьяна создала уникальное колье из натуральных агатов и символично назвала его таинством рождения. Очень долго вынашивала эту идею, очень долго собирала природные камни с рисунком определенным. И если обратить внимание на рисунок агатов натуральных, то там можно проследить развитие ребенка в материнской утробе. В 2017 году Татьяна стала триумфатором конкурса «Лучшее ювелирное украшение Сибири». Тогда она победила сразу в 2 номинациях. За колье «Три мира» жюри присудили ей первое место в номинации «Образ Сибири в ювелирном искусстве» и наивысшую награду конкурса «Гран-при». Татьяна прожила очень короткую, но яркую жизнь. Ее работы и по сей день привлекают внимание жителей и гостей республики. Сегодня я привела сюда свою внучку, Высоких Таню, которая впервые здесь побывала, и она получила очень большие впечатления. Это, конечно, уникальное место нашего города, нашей республики. И я полагаю, что вообще каждый житель должен обязательно здесь побывать. Отныне работы Татьяны Батюшкиной станут постоянной экспозицией в сокровищнице республики. И любоваться ими сможет не одно поколение якутян. Сюда попасть можно очень просто. Мы открыты. Надо подойти в кассу выставки. Или по телефону можно дать заявку, записаться и приобрести билеты. Коллективную заявку мы принимаем. Сейчас вот как раз во время школьных каникул с Улуса приезжают школьники. Виктория Федорова, Семен Семенов, Якутск. Такое наши корреспонденты увидели среду, 24 марта. Мы продолжаем следить за развитием событий. Не забывайте носить маску, соблюдать безопасную дистанцию и оставайтесь с нами.